Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Я тоже покурю с вами вместе. Курите, не проблема. Не проблема, слава богу. Как у вас дела? Все отлично. А вы откуда? Город первого салюта. Россия. Мгм. Я из Литвы, Вильнюс. Прикольно. Вильнюс. Это ж Вильна, да? Бывшая Беларусь. Насколько я помню. А черт поймет, то Беларусь, то Польша. Ну, было такое вот. Да, то есть непонятно, то Литва, то Беларусь, то Польша. У нас вот так вот все. Понятно. Ну вот я хочу это самое... Так, вы блогер, не блогер? Потому что тут нарваться можно на такую бомбу. Не, я так. Прикалываюсь. Ну, потом вы будете выставлять это в интернете? Если захотите, выставлю. Если захотите, нет. Ну вот я это самое сейчас... Вот делать нечего, да, столкнулась с человеком из Израиля. Вот мне интересно именно Израиль, да? И вот как они вот сейчас, вот эта страна, которая, вот я говорю, которых русские просто за волосы вытащили из вот этой вот... У меня бабушка, прабабушка, да, это самое, спасала еврейскую семью от фашистов, да, это самое, и, ну, их нашли и расстреляли всех вместе. И сейчас, понимаете, сейчас им русские плохие. И за каким хером вот это все, извините, было надо? И сейчас вот они такое говорят, он мне там рассказывает там про Путина, какой он там, это сам бандит и все такое. Во-первых, мне это все неинтересно, как вы понимаете. И, во-первых, я в это все не верю. Ну, что такое они говорят вот здесь? Или это просто чат-рулетка? Пропаганда работает. Ну, я не думаю, что это все израильтяне так думают. Ну, не все, но большинство. Вы так думаете? Да я не думаю, я знаю, потому что много израильтян, это наши бывшие соотечественники, которые переехали. Как я понимаю, нет, но я понимаю, что очень многие израильтяне из Украины, ну да, они там все это переворачивают. Но если человек приехал с России, ну как? Нет, а как вообще можно говорить, что... Как вообще можно быть неблагодарным советским воинам, которые их, блядь, вытаскивали из этого всего говна? Ну, у вас же тоже и памятники воинам сносят. Ну ладно, в Литве... И запрещают советскую... Нет, ну понимаете, Литва это другая история. Нет, ну понимаете, Литва это другая история. Понимаете? Это как? Это как? Понимаете, Литва это самое... Литовцы сейчас они говорят, что была оккупация. Но это вопрос спорный, да? Что как бы или фашистская Германия, или Советский Союз, да? Они 6 признаков оккупации, знаете? Говорите. Вы знаете, почитайте и сравните. И не будет это спорным вопросом сразу. Ну, я понимаю, что это все, конечно, документально. Все Смотрите, это у вас местная полиция была местная, не были наши там ребята. Даже уже в этом. У вас было местное самоуправление. У вас были свои флаги, свой язык, вам не запрещали свой язык. Да. И какая оккупация? Значит, спорный вопрос. И получается, у вас по-другому сносятся памятники воинам-освободителям, болгарками спиливается СССР там на люках канализационных. Это можно, а Израиль уже нельзя. Как-то двойные стандарты, вам не кажется? Нет. Я не говорю, что это можно. Я не говорю, что у нас все тоже... Я уже с одним человеком говорила, что мы все смеемся. Понимаете, литовский народ... У вас 9 мая отмечают? Или 8? У вас когда праздник? 9 мая или 8? У меня 9. В вашей стране? В нашей стране вообще этого праздника в принципе нет. Раньше отмечали День Победы? Нет. Ой, не лги, ой, не лги. После, наверное... Зачем вы обманываете? Нет. 91 года отмечали. Нет, подождите.
Раньше это когда? Уточните, До да. 91-го, когда вы вышли из состава СССР. Нет, не отвечали. Зачем вы обманываете? Нет. Зачем-то памятники ставили. Нет, ну, памятники ставили, но парадов А каких-то... зачем вот, снесли? Зачем снесли сейчас? ну, снесли, потому что сейчас началось СВО, понимаете? И вот И сейчас что? А как бы... вам какое дело до СВО? Никакого. А зачем снесли тогда? Ну, это политика. Вы задаете Да такие какая вопросы... политика? Это ваша история, ваша память. У вас деды также воевали наравне с нашими. Памятник ставился в том числе и вашим дедам. Не только нашим, но и вашим. Ну, такой, поэтому у нас и идет вот это вот, понимаете, вы не думаете, что у нас нету никаких дебатов по этому поводу. У нас все это есть. У нас тоже есть оппозиция, у нас есть объяснения. Но на данный момент преобладает вот именно тенденция того, что все-таки это была оккупация, что типа немецкие войска были более лояльны к Литве. Ну Да, вы же понимаете, не насиловали, не убили, не загоняли Нет. в дома, не сжигали. Знаете что, съездите в Белоруссию, на Хатынь съездите Послушайте, и я посмотрите. белоруска. Я белоруска. Вы были на Хатыне? Да, была. Вы видели? Я была и в литовском Пирчупасе. Ну, вы видели? Да, я И видела потом всё. говорят, что Нет, Россия вы мне, оккупировала, да вы были витриной Советского Союза. Нет, в свое время. вы мне точно не рассказываете. Я знаю, что было и это самое при Вы немецкой вышли из оккупации. состава СССР, у вас какая была экономика в Европе? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Нет, не надо. Ну как нет? Понимаете? Как не надо? У вас Нет, сейчас какая не- экономика? Вы самая нищая страна. После перед Украиной. Но я могу что-то сказать вам? Да, говорите. Это самое вот, когда начинают говорить, что какая была экономика при Советском Союзе, да, она была самая лучшая экономика, это была витрина Прибалтика, была витриной Советского Союза, но это время прошло. Как бы мы сейчас говорим о теперешнем. А куда времени, делось-то все? Наследие куда вы дели? Разбазарили? Ну, разбазарили, но это политика страны, ну, разбазарили, ну, вот так получилось, понимаете? Ну, как получилось? Ну, Мы так ну, рвались да. в Евросоюз, все прям галопом побежали, бегом, бегом. Что, пенсии Евросоюза, как в Евросоюзе у вас? Зарплаты, как в Евросоюзе, да? Нет. А что ж вам Понимаете, не вот помогают? это очень большая При ошибка. СССР вы И, жили, как у царя за пазухой. Побежали в Европу, прибежали, все отлично, все хорошо. ну, понимаете, я вам скажу, что это как бы выбор литовцев. Это их выбор. Всех поголовно. Хотят они... Нет, не всех поголовно. Был Хотят они референдум по поводу присоединения к Евросоюзу или нет, по-моему, вхождения в Евросоюз. Был референдум. Был, да. Большинство голосов, да. Согласились. Ну, по официальным данным, да. Что-то я не верю. Ну, может и нет. Понимаете, я уже как бы даже последние выборы президента, я тоже не верю, да, что это было честно. Не верю. Ну вот, так оно и есть. Ну а как? Куда денешься? Ну, что сказать. Наслаждайтесь теперь Евросоюзом. Ясно. Ладно. Что я могу еще сказать? Тем можно, этим нельзя. У нас по-другому. Двойные стандарты сплошные.